Генеральный партнер – Челябинвестбанк. Партнеры проекта – Челябинский компрессорный завод, Сады России, группа охранных предприятий «Витязь», компания «Интерзет». Генеральный партнер конкурса – сеть аптек «Классика». Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. В эфире новый выпуск программы «Татарочка». Нәни Анжеля. Сездән белән очрашырга без бик шатбыз. Нам с тобой, Лина, и нашим зрителям сегодня очень повезло. Нам понятно почему. Мы все-таки ведущие. А зрители здесь при чем? Вместе с ними мы отправимся в удивительное путешествие и побываем там, куда посторонним вход строго-настрого запрещен. Син эзерме? Эзер, әлбәттә. Алайса киттек. Смотрите сегодня в программе. Экскурсия в храм искусства. Участницы конкурса побывали за кулисами областной филармонии. В танце душа народа, а у каждого движения особый смысл. Борьба за лидерство перешла в интернет. Кому из участниц может достаться приз зрительских симпатий? Об этом прямо сейчас. Самое интересное только начинается. В проекте «Татарочка. Маленькие жемчужины» принимают участие девочки не только из Челябинска и близлежащих окрестностей. Троицкий, Нагайбакский, Назипетровский районы многим конкурсанткам приходится раз в неделю преодолевать путь длиной более 300 километров. Сабина Шарипова, чтобы приехать вовремя, встает в 4 утра. В Нязепетровском районе живет и Розалина Мухарамова. Деревня Арасланово, в которой она родилась, окружена тайнами и легендами. Бұрын заманда яшеген алчы егет. Ул үзенә эзләгән кайда аңа йорт салырга. Килгән урманларга анда йорт салган. Үзенә күңелсез булгач, ул күрше ауылдан матур кыз урлап китергән. Благодаря конкурсу девочки уже побывали и в педагогическом университете, и в Конгрессе татар Челябинской области, и в Театре оперы и балета, и даже встречались с Диной Гариповой. Вряд ли им бы еще предоставилась такая возможность. А сегодня их ждут в областной филармонии. Им покажут то, что обычно скрыто от глаз рядовых зрителей. Экскурсию проведет заслуженный артист Республики Татарстан Дамир Сафин. Любимые татарские инструменты – гармонь, курай, кубыс. Их звуки заставляют сердце биться быстрее, а душа, кажется, уносится в далекие края. Чего тут, казалось бы, такого? Самая обычная дудочка, но в руках мастера она может заплакать или засмеяться. После выступления ансамбля юных кураисток они тоже решили попробовать, правда, ничего не вышло. Вывод был сделан однозначно. Надо учиться музыке, нотам, всем этим. Одним глазком им разрешили взглянуть на репетицию знаменитого камерного хора. В этом году коллективу исполняется 40 лет. Народная музыка в его репертуаре занимает особое место. Задеваются все струнки души человеческой и вызывают только чувство патриотизма, чувство гордости за свой край, за свой народ. Хор исполняет не только русские, но и азербайджанские, латышские и многие другие народные песни. До татарских дело пока не дошло. Пробел решила восполнить Карина Нажимова. Бану сылвы
Так что встреча завершилась взаимными благодарностями. А Лена Колесникова, председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области, поздравила коллектив с предстоящим юбилеем. Поблагодарить вас за ваше гостеприимство, за ваше творчество, за ваш талант, потому что каждый раз, слушая вас на выступлениях и уже вот несколько раз на репетициях, какая-то такая дрожь всегда внутри, о которой я говорю, то есть вот сразу звучат, наверное, все клеточки души. То, что вы делаете, это, конечно, здорово. Мы вами гордимся, мы вас любим, и сегодня вы знаете, что татары отличается гостеприимством, но мы вас пригласить не смогли, но привезли с собой к чаю вам очень вкусные пироги. Пока артисты отдыхали, девочки делились впечатлениями. А теперь им самим предстоит попробовать себя в роли артистов, правда, совсем иного жанра. Но только от вас зависит, сделаете вы все, что нужно или нет, только от вас. Это их первый танцевальный урок, а ведь к финалу им предстоит выучить несколько композиций. Татарский народный танец простым не назовешь. Изящные плавные движения требуют большой сноровки. Земфира Хайруллина уже много лет руководит детским танцевальным коллективом «Айгуль». Но татарским танцем восхищается так же, словно увидела его впервые. Я люблю, когда они меня покоряют, вот такие профессиональные артисты, когда они вот так вот очень аккуратно, вот глазки, вот танцуют с парнями, вот так вот поднимают, ресницы приподняты. Это кокетство, можно даже сказать, такое очень высокого уровня. И правильно говорят, что танец – это душа народа. А какая душа у нашего народа? А ты приглядись внимательно и сразу заметишь, как в танце выразилось татарское добродушие и гостеприимство. Шулайды мин бик аңлап бетермим. Әйдә, әби сандыгы рубрикасын карыйбыз да, анда бар нәрсә дә үз урынына булыр. От татарского танца трудно оторвать взгляд. Хороводный, парный, сольный, подлирический или плясовые мелодии. Трудно представить, но так было не всегда. Раньше танец сопровождался лишь акапельным звучанием народных песен. Сюжет татарского танца интересен любому зрителю. История счастливой и несчастной любви, сватовстве, дружбе находит отклик в сердцах представителей любых народов. Особую роль в танце всегда играла женщина. Ее движения испокон веков были нежны и грациозны. А как же иначе? Она хранительница домашнего очага и семейного уюта. Движения мужчин, напротив, показывают мужество и силу. Красоту танца юноши и девушки демонстрировали публике на вечерних посиделках или больших праздниках. Народные гуляния обычно завершались всеобщим танцем единства народа – хораном. Во время репетиции выяснилось, что среди наших участниц есть опытные бойцы. Танцы, как и 100 и 200 лет назад, остаются одним из самых любимых увлечений татарочек. Я хожу на танцы очень давно. Хожу в Центр детского творчества в Эхом. Мне нравится. Конечно, тем, у кого опыта больше, справиться было легче. Но удивительно, что даже те, кто никогда не пробовал своих сил в танцах, движения, отработанные веками, запомнили чуть ли не с первой попытки. Вот она, настоящая сила народного искусства. По итогам танцевального конкурса больше всех жемчужин получили Дина Ганеева, Вероника Дорохова, Диана Подкорытова. А лидером конкурса по-прежнему остается Дина – 45 жемчужин. Второе место у Ульяны Динмухаметовой – 41 жемчужина. Третье место с результатом 38 жемчужин делят Елена Закирова и Карина Нажимова. В интернет-голосовании совсем другая история. За лидерство борются Вероника Дорохова и Арина Юсупова. Их разделяют всего несколько десятков голосов. Вот и подошла наша программа к концу.
Но вы можете смотреть нас хоть каждый день на сайте tatarочка74.ru. Также проходит и голосование за наших участниц. Его победительница получит приз зрительских симпатий. И не забывайте, что до финального шоу осталось не так много времени. В нем примут участие настоящие звезды из Республики Татарстан. Вероника, скажи, а мы тоже с тобой звезды? Әлбәттә, син безнең йолдыз чыгыбыз. Сау булыгыз, яңа очышуларга.